Сегодня празднуется память святого, которому обычно молятся об избавлении от алкогольной зависимости и какой-то еще другой. Это был человек, который поднялся с самого низа. Человек талантливый, начальником которого была очень красивая девушка, которая вертела мужчинами и получала от них то, что хотела. Смотрев среди своих рабов человека, имевшего невероятный талант, она сделала его своим управляющим, а потом через некоторое время стала с ним жить. Но замуж выходить не хотела и детей не хотела. Этого человека это, конечно, угнетало. Будучи христианином, он хотел совсем другой жизни, хотел семьи, детей. Это все умещалось в них с определенной церковностью, с христианской жизнью, непостижимым образом. Она жертвовала много на благотворительность, и он никогда не зазнавался и помогал бедным. Не было у него комплекса человека, который поднялся снизу и уже забыл об этом. Она начала строить в своем поместье храм. У нее возникло желание, чтобы в ее храме были мощи святого. Целый ковчег. Ее управляющий к этому времени настолько был угнетен тем положением их взаимоотношений, что начал потихоньку пить, потом совсем запил. Во всех таких пикантных и сложных делах она опиралась на своего управляющего. Но в этот момент даже стала сомневаться, можно ли ему доверить такое дело. А он как раз загорелся и взял со всем жаром за это дело. Взял достаточно большую сумму денег, набрал команду доверенных людей и поехал в ближайший город, чтобы, используя свои связи, деньги, раздобыть то, что необходимо было для хозяйки. А в этом городе как раз разгорелся скандал, где небольшому количеству христиан противостояло языческое большинство. Языческое большинство решило воспользоваться религиозной уязвимостью христиан. Обвинив их во всех грехах, их стали привлекать к ответу за их веру. Этот управляющий, будучи человеком активным, горячим, включился в эту борьбу за свою веру. Он в числе многих христиан пострадал и был казнен. Люди, которые его сопровождали, использовали все деньги для того, чтобы выкупить тело своего руководителя и привести его к своей хозяйке. Вместо мощей мученика девушка получила тело своего возлюбленного. Она осознала, что она для него значила и значимость веры в его жизни. Несмотря на то, что он подал в отчаяние от положения, в котором он был, и увлекался спиртным, он был верен Христу, и ради этого он пожертвовал своей жизнью. Она совершенно изменилась. Она поняла, что вот это и есть те мощи мученика, которые были ей нужны. Она изменила свою жизнь, больше замуж не вышла, никого себе уже не подбирала для сожительства. Поместила в храме, который она строила, мощи своего управляющего, и жизнь свою совершенно изменила. Его звали Ванифатий, ее звали Аглаида. Она так провела свою жизнь, что со временем также была причислена к лику святых. Это была жизнь, когда люди были вроде бы церковными, верили во Христа, но как-то не сумели до конца посвятить свою жизнь Христу. Очередное гонение на христиан, которое ворвалось в их жизнь, оно помогло им осознать, что в их жизни главное. Что главное Христос. Если мы до конца Ему доверяем, до конца свою жизнь Ему отдаем, то жизнь наполняется радостью. Если мы пытаемся жить наполовину, приходит скорбь, приходит страдание. Приходит не для того, чтобы нас наказать, а для того, чтобы мы до конца могли довериться Христу, до конца отдать свою жизнь Ему и быть по-настоящему только с Ним. Тогда и все внешнее, оно будет располагать нас к Христу. А если мы пытаемся как-то совместить свою жизнь с какими-то мерами, наполовину служить Христу, так не получится. Либо целиком Ему свою жизнь отдать. И тогда радость присутствия Христа будет наполнять нашу жизнь. Ибо то, что мешает нам быть со Христом, Господь это забирает у нас, чтобы мы поняли, что быть с Ним можно только отдав свою жизнь Ему целиком и полностью, жертвенно служа Ему в этой жизни.